следующую важную вещь, которую в этой книге акцент делаю, как воспитать себя сильной личность. Это, поверьте, когда вы приобретаете эту книгу, будете почитать, вы поймете. Человек состоит от интуиции, человек состоит от привычки, человек состоит от характера, человек состоит от таланта. Вот. Все эти вещи, насколько человек могут гармонично развивать в себе. Иногда порой ваши привычки вас подводят очень сильно. А что такое успех? Успех – это набор правильной привычки. А что такое неудача? Это набор неправильной привычки. Образ жизни формируется из того, как человек один раз, два раза, три раза и так далее. А как появляется эта привычка? Мы один раз поступки совершаем, думаем, ну и ладно, хорошо. Второй раз потом делаем. Первый раз, второй раз, третий раз как-то иногда неудобно, как-то не ближе к себе, как-то делаешь так. Но когда там получается, что ты это 3-5 раз делал, постепенно ты начинаешь это воспринимать как свое, как будто это твое, и ты начинаешь это постоянно делать. Точно так же формируются отрицательные привычки, точно так же формируются положительные привычки. Если вы один раз начали, понимаете, если вы один раз начали врать, второй раз начали врать, третий раз начали врать, вы сами не заметите, как вы начнете часто врать, и ваша жизнь превращается в вранье. Потому что когда ваши поступки, ваши слова, это есть та деятельность, которую вы даете этому миру. Потом, когда вокруг вас начинается все именно похоже отвечать вам жизнь, не обижайтесь. Если вы у кого-то брали деньги, вовремя не возвращайтесь, потом вам не возвращают вовремя. Если вы кого-то обещали, вовремя не делаете, вам будут обещать и не делать. Потому что мир возвращает вам такой, какой вы сами есть. Какой ты человек, такова и постепенно образ жизни, и постепенно судьба формируется. Помните, успех – это набор правильной привычки. Надо работать над собой, чтобы научиться формировать правильные привычки. Сначала тяжело удается, сначала действительно трудно удается. Любому человеку спросите, что хорошо, что плохо. Люди говорят вам, если мне это нравится, это хорошо, если мне не нравится, это плохо. Иногда долго вам нравится спать, но это на самом деле вредно для вас. Или иногда вам нравится много кушать, но это вам вредно. Не всегда то, что вам нравится, является хорошо. Не всегда то, что вам действительно дает удовольствие, оно является полезным. Не всегда. Что я кое-что хорошо понял в жизни, то, что, понимаете, плохие привычки легко воспитывать в себе, легко развивать в себе, но с ними очень трудно жить. С ними действительно тяжело жить. А вот хорошие привычки трудно воспитать в себе, но с ними намного легче жить, намного проще жить. Поэтому одна из важных вещей, я там в этой книге показываю, как вы можете в себе воспитать те привычки, которые приближают вас к вашей цели. Человек сначала становится сильной личностью, потом станет успешным. Не бывает так, что сначала он богатый, потом умный. Ну так не бывает. Человек сначала становится сильной личностью, а потом становится успешным, богатым и так далее, и так далее. В книге я написал очень много принципов, которые позволяют вам легко в себе воспитывать хорошие привычки. Нужно воспитать в себе те привычки, которые приближают тебя к той цели жизни, которой ты хочешь в итоге добиться конца жизни и так далее. К той образ жизни, который ты мечтал. Вторая важная вещь – это характер. Талант и характер. Есть огромные талантливые люди. Огромное количество талантливых людей, которые этот талант начинают, то есть не могут использовать только по той причине, что слабый характер. Например, у вас хороший талант, скажем, что вы легко обучаемый человек, скажем, что вы талант у вас. Бывает такое? Есть талант. У меня были несколько моих одноклассники, они такие умные были ребята, знаете, очень умные. Они в школе отличники учились рядом со мной. Вообще, я восхищался, как им это удается делать и так далее. Я действительно был горд, что они у меня друзья такие и так далее. Но в жизни все как-то по-другому у них пошло. И я недавно встретил одного из них, и он мне говорит, как ты думаешь, почему у меня так сложилось? Многие ребята мне говорят, ты же учился с Довлатовым вместе, вы же были друзьями. Я сказал, понимаешь, разница между мной и тобой в чем? Я работал над своим характером, а ты его просто отпустил. Ты его просто отпустил. Ты его просто внимание обратил. Тебе казалось, что вся жизнь так будет продолжаться. А на самом деле нет. Понимаете? Талант, она от Богом дано вам.
Но этот талант надо развивать, этот талант надо выращивать, этот талант надо типа активизировать, что ли, обналичивать. А для этого нужен характер. Например, бывает очень хороший, умный человек, талантливый, но он такой лентяй, что ничего не делает. Действительно, талант просто постепенно умрет, получается. Постепенно этот талант уничтожается, исчезнет, получается. Вот что происходит. Поэтому в книге есть «Как найти в себе свой талант». Вы посмотрите, вы найдете свой талант. И есть специальная система, которая позволяет вам шаг за шагом, тренируя, вы отточите свой талант как бриллиант. Понимаете? Это здорово, это круто поможет вам. В книге есть формулы, как развивать свой характер. В книге есть формулы, как помогать формировать свой характер. Потому что ваш характер очень важен. Знаете, даже любимый человек покидает вас, если у вас, можно сказать, плохой характер. Даже человек, который очень ценит вас, даже человек, который болеет за вас, человек, который сильно уважает вас, даже он покидает вас, если у вас будет сложный характер. На кого мы женимся? Мы женимся на того, кто нас понимает. На кого мы замуж выходим? Кто нас понимает? А с какими родственниками часто вы общаетесь? Которые вас понимают. С какими друзьями вы часто общаетесь? Одноклассниками. Тот, который постарается, по крайней мере, понять вас или понять вашу ситуацию. Видите? Ваш характер. Ваш характер – это благодаря чего у людей появляется образ, кто ты такой, кто ты. И у людей появляется представление о тебе. Знаете, в одном своем книге я написал, что успех зависит не только от того, как вы работаете. Успех зависит от того, о чем вы думаете в нерабочее время. Повторяю, успех зависит не только от того, как вы работаете. Успех зависит от чем вы думаете, когда вы самим собой, когда вы работаете, когда вы думаете, когда вы окунаетесь внутри себя. Потому что когда вы окунаетесь внутри себя, эти мысли имеют свойство материализоваться быстрее, чем то, что вы работаете. Успех в большей степени зависит, о чем вы думаете на рабочее времени. Абсолютно, когда вы не работаете, когда вы самим собой. Когда вы путешествуете не ногами, а путешествуете своим сознанием. Вот успех в большей степени от этого зависит. Поэтому, если вы анализируете, вы поймете, о чем я рассказываю. Поэтому характер формируется от чего? На что вы потратите свое свободное время. В книге есть целая таблица, много-много формул, как отточить тот характер, который вам нужен. Супер вещь есть, это правда. В книге есть формула, как стратегию своей жизни создавать, чтобы ваша жизнь просто так не ушло. Жизнь, она быстро проходит. Утром как рассвет, вечером закат. Даже, понимаете, даже кто хочет попасть в рай, даже они не хотят умирать. Я еще не видел человека, который говорит, я хочу умирать, мне надоела жизнь. Даже те, которые хотят попасть в рай. Потому что жизнь, она действительно хороша. Но его надо хорошо прожить. Интуиция. Интуиция очень сильную роль играет, чтобы показывать вам. Интуиция – это чутье, которое Богом дано. У всех людей есть это чутье. Есть шестое чувство, есть седьмое чувство. Шестое чувство у вас, она иногда вы почувствуете, что вот как будто у вас внутренний голос говорит вам, как будто он подсказывает вам. Вот так, вот так. Знаете, ваша интуиция ярко показывает, иногда порою вы почувствуете, что вот человек придет, вам логичные вещи говорит, но вы чувствуете, что он вам врет. Вы это чувствуете. И вы больше доверяете своим чувствам, чем его слова. А почему? Потому что вы реально это знаете, что это же так. Поэтому ваш голос, внутренний голос всегда помогает вам. Интуиция – это шестое чувство. Седьмое чувство – это предвидение и так далее. Многие механизмы в книге я написал. Если человек работает внутри себя, гармонично, будут развивать в себе, можно сказать,
характер, талант и так далее, и он будет работать над собой, физический интеллект и духовный интеллект, и все гармонично развивать, он обязательно становится реализованным человеком. А реализованный человек всегда богатый. Он состоятельный, он в своем сфере успешный, в своем сфере он выдающийся. Это так. Однозначно так. Поэтому, если вы хотите найти свою сильную сторону, реализовать себя, реализовать свой талант, реализовать свое творческое мышление, если вы верите в том, что еще у вас есть шанс, так что найдите эту книгу, прочитайте его.